Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Каримов Рамис, я доцент кафедры физики и нанотехнологий. Представляю вам вступительные испытания для поступления в магистратуру по направлению современные технологии физико-математического образования. Экзамен состоит из двух видов, это тестирование и портфолио. Максимальное количество баллов за тестирование вы можете набрать 75, максимальное количество баллов за портфолио 25, в общем 100. Если же вы набрали меньше 50 баллов за два вида тестирования, то вы выбываете из конкурса. Количество вопросов в тестировании 25, по 5 вопросов из каждого большого раздела. Разделы будут следующие. Первый раздел – это механика, молекулярная физика и статическая механика. Второй раздел – электродинамика и оптика. Третий раздел – атомная физика, квантовая механика, физика атомного ядра и частиц. Четвертый раздел – алгебра и аналитическая геометрия. Пятый раздел – математический анализ, комплексный анализ и дифференциальные уравнения. Обратите внимание, что на тестирование дается ровно 60 минут. После того, как вы нажмете на кнопку «Начать тестирование», отчет времени начнется в ту же секунду. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья время увеличивается на 1,5 часа при наличии соответствующих документов. На тестирование дается только одна попытка. Будьте очень внимательны при сдаче. Первый вход происходит через логин и пароль, отправленный на электронную почту. Если же вы не найдете письмо во вкладке «Входящие письма», то откройте папку «Спам». Возможно, письмо ушло туда. Последующие посещения сайта под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фото и фамилией, имя, отчество. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Инструкция по сдаче вступительных испытаний находится в личном кабинете абитуриента во вкладке «Нормативные документы». Вот обведенная вкладочка. Здесь у нас есть инструкция о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний. Прочитайте внимательно, не ошибайтесь, это очень важно, потому что у вас одна попытка. В инструкции пошагово все написано, куда заходить, как пройти тест и так далее. Расписание вступительных испытаний находится на сайте приемной комиссии во вкладке «Магистратура». Можно найти вот расписание вступительных испытаний. Можно открыть, и поподробнее вы увидите, что комплексный экзамен по направленности современные технологии физико-математического образования будет проводиться 7 августа с 10 утра до 10 вечера. В случае, если вы по уважительной причине не смогли сдать в день испытаний, то вам назначается резервный день 17 августа с 10 до 17:00. Это для абитуриентов, подавших документы с 20 июля по 6 августа. Если же вы подали документы с 7 августа по 12, то тогда день сдачи у вас 16 августа с 10 утра до 10 вечера. Резервный день 21 августа с 10 утра до 17 часов. Как подготовиться к сдаче вступительных испытаний? Также можно на сайте приемной комиссии можно найти программу вступительных испытаний по выбранному направлению, то есть выбираете современные технологии физико-математического образования, откроется программа, которая включает в себя описание вступительных испытаний, где вы можете найти информацию о тестовых заданиях, из каких разделов они будут выбраны, и по количеству вопросов и количеству баллов. Примерные задания указаны вот здесь вот. Соответственно, например, одно из заданий: шарик подбросили вертикально вверх, сообщив ему при этом кинетическую энергию в 30 джоулей, чему будет равна потенциальная энергия шариков в точке наивысшего подъема. Сопротивление воздуха не учитывать. Соответственно, выбираете один из ответов, то есть вы выбираете правильный ответ. В тестировании могут быть также вопросы, которые
без вариантов ответа, там, где нужно ввести ответ самостоятельно. Это может быть и численный ответ, и буквенный ответ. Будьте внимательны, когда будете вводить ответ. Давайте разберем несколько примерных заданий. Первое примерное задание звучит следующим образом. Как изменится давление идеального газа, если среднюю кинетическую энергию теплового движения молекул газа уменьшить в 2 раза и концентрацию молекул газа также уменьшить в 2 раза? Варианты ответов: увеличится в 4 раза, уменьшится в 4 раза, уменьшится в 2 раза и не изменится. Давайте разберем. У нас дано то, что N2 равняется N1 пополам и EK2 равняется EK1 пополам. В соответствии с основным уравнением молекулярно-кинетической теории P равняется N к Больцмана T. А средняя кинетическая энергия молекулы связана с температурой следующей зависимостью. EK равняется m0v в квадрате пополам равняется 3/2 к Больцману T. Отсюда выражаем, чему равняется T через кинетическую энергию. Подставив все, получим P2 равно на P1, подставляем, сокращаем то, что сокращается, и получаем то, что N2 EK2 деленное на N1 на EK1. Или, подставив данные значения, получим 1/4. Таким образом, уменьшение в 2 раза концентрации молекул и уменьшение кинетической энергии вдвое приводит к уменьшению давления в 4 раза. Соответственно, наш ответ будет уменьшиться в 4 раза. Второй пример, который мы разберем, это вычислить модуль комплексного числа z равняется 3 минус 4i. Даны следующие варианты ответов. Давайте решим эту задачу. Модуль комплексного числа z равняется a плюс bi по определению равен а в квадрате плюс b в квадрате. Все это из-под корня. Соответственно, для нашего числа находим то, что z равен 3 в квадрате плюс минус 4 в квадрате. Или это 9 плюс 16 из-под корня, или это 25. Или выносим из-под корня и получаем 5. Ответ: модуль числа z равен 5. Соответственно, наш вариант ответа 2. Критерии оценивания портфолио. Если у вас диплом с отличием, который подтверждает копию диплома, за него вы получаете 5 баллов. Остальные 20 баллов вы можете получить за опубликованные научные работы за последние 3 года. Это статьи, тезисы докладов и другое. Подтверждаются копии и активной ссылкой на открытый источник. А максимальное количество баллов 20. Давайте поподробнее разберем. Если у вас есть публикации в международной базе данных Web of Science или Scopus, за одну публикацию вы получаете 5 баллов. Максимальное количество баллов 8. Соответственно, если у вас 2 или более, то вы получите 8 баллов. Статья в научном журнале, входящем в перечень ВАК РФ, за одну получаете 3, если более одной, получаете 4. Статья в журнале РФ и других стран СНГ, включенных в базу данных РИНС, за одну статью получаете 2 балла, максимальное количество баллов 3. Тезисы доклада или статья в сборнике материалов международной конференции, в том числе с международным участием, за одну работу вы получаете 2 балла, а максимальное количество баллов 3. Тезисы доклада или статья в сборнике материалов российских или республиканских конференций, за одну работу получаете 1 балл, максимальное количество 2 баллов. Если у вас возникнут вопросы по вступительным испытаниям, то можете обращаться ко мне по WhatsApp, вот по этому номеру, либо по почте, указанной на презентации. Информацию можете найти на сайте bspu.ru или в вкладке в разделе «Абитуриенту», то есть по вот этой вот ссылке. Либо можете обратиться в приемную комиссию по вот этому номеру телефона. Все. Спасибо за внимание и добро пожаловать в магистратуру.